такие шагали далее, что не очень-то и дойдешь. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Говорят, что за эти годы синей птицы пропал и след, что в аналах родной природы этой твари в помине нет. Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда. Только я заявляю прямо, это полная ерунда. Только мы заявляем прямо, это полная ерунда. Синей птицы не стало меньше, просто в свете последних дней слишком много мужчин и женщин стали с дуру гонять за ней. И пришлось ей стать осторожной, чтоб свободу свою спасти. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. И вот теперь почти невозможно повстречать ее на пути. Стала пуганой птица удача и не верит людским рукам. Да и как же ей быть иначе? Браконьеры и тут, и там. Подкрадешься, она обманет. Мы сейчас находимся в самом центре замечательной страны Финляндия. И нас, конечно же, интересует вопрос, почему именно в этой стране, почему именно здесь вот этот вид спорта под названием финская ходьба настолько популярен. Ни для кого не секрет, что в Санкт-Петербурге есть масса людей, которые занимаются этим видом спорта, их становится все больше и больше. И вот сейчас мы хотим выяснить, почему же этот вид спорта так пользуется такой большой популярностью, почему он так полезен. И для этого мы обратимся к коренным жителям, которые непосредственно этим спортом занимаются. Итак, давайте мы познакомимся. Итак, Галина Хихнала. Я здесь живу. Мой муж, вот он здесь сидит на ступенечке. Это как раз Ари. И там вот на дороге было вилла Ари. Это дома наши, которые мы сдаем и русским туристам. Приезжайте, пожалуйста, к нам. И будем всегда рады видеть. А это наши друзья. Мы по дороге ходили, и я с ними часто хожу с палками. Это исключительно полезно и очень-очень распространено. Любого возраста, им больше 70 лет, они занимаются тоже спортом постоянно. И вот Эва Майя может сама что-нибудь сказать. Да. Эва Майя, скажите, пожалуйста, вот насколько мы знаем, вы занимаетесь тоже этим видом спорта. Скажите, вот чем этот вид спорта наиболее актуален, наиболее приятен, наиболее подходит для вас? Miten se tykkäät siitä sauvakävelystä? Minulla on sauvat, mutta minä kävelen hyvin vähän. Osmo kävelee päivittäin, varsinkin siellä kotona Espoossa, missä me asumme niin kuin talviajan. Mutta täällä ei tule, kun meillä on tässä ihan tarpeeksi muutakin hommaa, mutta minä en niin kuin oikein rakasta sitä. Joo, mutta monet naiset ja naapurit kyllä ne käveli paljon. Kaikki. Она говорит, что у нее есть тоже эти палки, но говорит, что она очень много занимается работой по дому, и так как они живут в Эспо, у них там квартира, там они часто ходят. А здесь муж ее больше ходит, занимается, но все ее знакомые, все друзья, и, которые живут соседи по соседству, они все занимаются очень-очень активно. То есть я так понимаю, что Эва Майя старается вести здоровый образ жизни. Joo, hän sanoi, että kun hän ymmärsi siinä tykkät urheilusta ja näkyy totta kai. Joo, 2 kertaa viikossa kuntosalilla ja kovasti kävelen ja uin. Kyllä. Она говорит, что 2 раза в неделю она ходит, бодибилдингом занимается и плавает постоянно в бассейне и ходит абсолютно часто, очень часто. Мы видим, что Эва Майя прекрасно выглядит, и на самом деле это заметно. Ihan erittäin hyvän näköinen. Эти вымерты, это говорит урхейлулинин. Что-нибудь, вот, если можно, несколько советов от себя, вот, от человека, который действительно занимается своим здоровьем, для нашего вот сайта finskayahodьба.рф. Скажите пару слов, пару советов для жителей Санкт-Петербурга, России, чтобы они тоже так прекрасно выглядели, так улыбались, и чтобы у них в глазах горел огонь. Niin hienosti sanoi, että no, voisitko sinä suositella, antaa
neuvoja Pietarilaisille, jotka haluavat olla vaikka ottaa sinusta esimerkkiä ja olisi niin samannäköisiä vähän ja niin hienosti hymyilisivät. Hymyhän on suuri valtti. Se on ensimmäinen. No joo, mutta urheilusta jakaa käydä. Liikkua. Ei ole väliä miten liikkuu, kunhan liikkuu. Kävelee tai konttee tai juoksee, ui, paini, ihan mitä vaan. Kunhan liikkuu. Она говорит, что улыбка это, конечно, первое, что красит человека, это дает силу и власть как бы даже. Но вообще всем советую двигаться. И самое главное, что даже не важно, чем вы занимаетесь, надо двигаться, надо ходить обязательно и плавать, и тогда будет все хорошо, и здоровье будет прекрасно. Огромное вам спасибо. Представьте нам, пожалуйста, хозяина. Osma meidän paras ystävä. Erittäin mukava, hieno ihminen, eläkeläinen. Это наш лучший друг, и он очень хороший и дружелюбный человек. Он на пенсии сейчас. Вот, можно спросить у него что-то. Да, вот мы видим, что такая красота вокруг. На самом деле, просто видно, что у человека очень светлая, добрая душа, потому что только светлый человек может создать такую красоту. И опять-таки мы видим, что мужчина в полном, так сказать, расцвете сил, выглядит прекрасно, держит себя в форме. Часто ли вы занимаетесь вот этим видом спорта, именно финской или скандинавской tekemästä esineistä voi päätellä, että kyllä sinä olet hyvä ihminen. Vain hyvän sydäminen ihminen osaa tehdä niin hienoa ja rakasta luontoa. Ja kuitenkin sinä vielä olet erittäin hyvän näköinen. Sinulla on urheilullinen vartalo ja he haluavat sinulta kysyä, mitä pitäisi tehdä ja mitä sinä voit sanoa juuri sitä sauvakävelystä? No, ensiksi sauvakävelystä, niin se on tosi tehokas juttu. Ja se on 40%, se lisää tehoa. Joo. Это изучена эта ходьба, и она, говорит, настолько сильна, она обладает очень сильным эффектом, и на 40% она увеличивает расход энергии, если ты ходишь с палками. Sitten se lisää vauhtia. И прибавляет скорости. Ja se on hyvä koko elimistölle. Joo. Ja sillä pääsee hyvin karkuun vaimoa. А еще, говорит, очень хорошо, что можно от жены сбежать. Ясно. Может быть, дадите какие-нибудь советы вот пользователям нашего ресурса finskayходьба.рф, как вот сохранить в себе вот эту вот силу, вот эту вот стать, как у вас, как быть здоровым. Несколько советов для наших пользователей Санкт-Петербурга. Mitä voisit sanoa? Miten voi säilyttää niin hyvä vartalo ja terveyttä kuin siinä? Ja minkälaiset neuvot sinä voisit antaa? No, en mä tiedä. Se johtuu tietysti paljon kenestä ja sitten vaimosta, että miten hän laittaa minulle ruokaa. Miten hän kerkiää laittaa minulle ruokaa. Että se on ehkä yksi tekijä. Ja kyllähän yksi tekijä on se, että täällä niin kuin tämä maasto, tämähän on tämmöinen rinnemaasto mäki. Täällä liikutaan paljon ja kuluu energiaa. Ja tosiaan vaikka sitten paljon liikutaan täällä, niin se ehkä auttaa. Ja ollaan ulkona. Koko ajan ollaan ulkona. Но он опять отвечает с юмором, что, ну, во-первых, конечно, гены, а потом очень много зависит от жены, как она меня кормит, как она готовит. Но вообще, говорит, всем советую как можно больше быть на воздухе. И вот такое, как бы, расположение, холмы и ландшафт, как в Финляндии, именно здесь, в Центральной Финляндии, он способствует тому, что поднимаешься, спускаешься с горы. И это очень хорошо для здоровья и расход энергии, и, наверное, вот и для именно сердца. И для ходьбы на палках очень полезно, да? Вот именно в горку с горки, да? Да, именно это он имеет в виду. Огромное спасибо вам. И так все спасибо. Спасибо большое. И вам большое спасибо.
Kiitoksia. Ну что ж, дорогие друзья, вы видите, что коренные жители Финляндии действительно увлекаются этой ходьбой и считают ее весьма эффективной, полезной. И, ну, в общем-то, результат вы видите сами. Все это надо увидеть своими глазами. Поэтому приезжайте обязательно в Финляндию. Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдешь. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и дождь. Мы в воде ледяной не плачем, и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Говорят, что за эти годы